А вот ваше время, вот вы когда решили, что вы хотите стать священником, пойдете в семинарию, как вот общество отнеслось, родители, может быть, друзья, детские знакомые какие-то? Вы знаете, мне в этом плане, можно сказать, больше повезло, чем нынешнему поколению. Объясняю. 90-е годы – это годы великого слома. Там кто-то шел в эскортнице из одноклассников, это было нормально. Кто-то там, не знаю, красил волосы в зеленый цвет и делали такие панковские прически, тоже было нормально. И меня, можно сказать, воспринимали как, как представители одной из субкультуры. Ну вот эти пошли туда, этот пошел и сюда. Но когда я уже действительно родителям сказал, что я поеду в Москву, не здесь, не в наше алматинское училище, а в Москву поступать, уже родители отнеслись серьезно, а мне это говорили: да что ты, да как ты отсюда и в Москву поступишь. Но я, Божьей помощью, в Москву поступил. Вот, получилось так, что, слава Богу, сдал экзамены, конкурс был высокий тогда, 5 человек на одно место тогда. Но, знаете, по-разному. Кто-то не воспринимал это всерьез. Сейчас, в нынешнее время, раз вы, Адель, об этом спросили, ситуация тоже не совсем как бы вот гладкая с этим.